Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Помощь детям. Чеченская республика лучшая в Северо-Кавказском федеральном округе, потому как выстроено взаимодействие между родителями и органами здравоохранения. Рамзан Кадыров встретился с руководителем фонда «Круг добра». В Чеченскую республику с рабочим визитом прибыл руководитель МЧС России. В Чеченской республике живет счастливо именно сейчас и так, как мечтал уважаемый Ахмад Хаджи. О программе пребывания в регионе федерального чиновника смотрите в нашем выпуске. Точно в цель. Можно стрелять по разным азимутам, практически на полный круг с разных площадок на 360 градусов. Площадка очень интересная. В Гудамесе прошел заключительный этап Кубка России по снайпингу. Рамзан Кадыров провел встречу с председателем правления фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. Он выразил благодарность главе региона за теплый прием и организацию семинара. Также отметил красоту и гостеприимство Чеченской республики. В свою очередь Рамзан Кадыров подчеркнул, что фонд выполняет важную миссию, помогая тяжелобольным людям. Подробнее в сюжете Медины Мударовой. Рамзан Кадыров тепло поприветствовал председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. Гость сразу же отметил красоту и гостеприимство Чеченской республики. Привет, Рамзан Евгеньевич. Как вы? Я очень рад вас видеть. Взаимно. Как дела? Спасибо. Как у вас чудесный край. Мы вчера поездили, посмотрели, восхитились. Как вы красиво здесь все устроили. Спасибо за Спасибо. хорошие слова. На встрече также присутствовали помощник главы, заместитель руководителя секретариата главы региона Хутмат Кадырова и министр здравоохранения субъекта Адам Алханов. В первую очередь Рамзан Кадыров выразил признательность фонду «Круг добра». Он помогает тяжелобольным не на словах, а на деле, подчеркивает руководитель субъекта. Я рад приветствовать вас в Чеченской республике. И то, что вы делаете для наших детей и для всех, это огромное дело. Ваш фонд «Круг добра» – это действительно реальная организация, которая помогает нам. Наши дети, по-моему, 129 получил помощь, то есть лекарства. Это не под силу семьям, которые присутствуют такие больные дети. Поэтому я хочу вам сказать искренние слова благодарности от всего чеченского народа, от детей наших болеют, которые и мы от себя все, что касающееся, будем делать, чтобы ваша работа усиливалась, но была взаимодействием, понимали. Спасибо вам. Александр Евгеньевич в свою очередь отметил, что в регионе выявлено 129 детей с аутоиммунными заболеваниями, и Рамзан Кадыров уделяет пристальное внимание каждому из них. В подтверждение гость вспомнил ситуацию, когда пациентки с Чеченской республики фонд проводил операцию в другом городе. На протяжении всего времени руководитель субъекта был на связи и интересовался состоянием ребенка. Рамзан Ахматович, я очень благодарен вам за внимание к деятельности фонда «Круг добра». В Чеченской республике сейчас 129 детей с тяжелыми орфанными заболеваниями. И для нас важно, что вы уделяете этому личное внимание. Я вспоминаю наш разговор короткий по телефону, когда одна из девочек, которая родилась с тяжелым заболеванием сердца, было нужно экстренно госпитализировать ее в Петербург, в клинику, и была проведена операция, у нее была гиплазия левых отделов сердца, тяжелейшая операция, которую оплачивает фонд в силу ее уникальности. И я помню, мы с вами разговаривали, и вы выражали личное беспокойство, как прошла операция. Я тогда вам докладывал, что операция прошла успешно. Это была одна из первых операций в стране. И хочу, в общем, рассказать вам, что ребенок чувствует себя очень хорошо. Сейчас. Вот. Александр Ткаченко также отметил хорошую работу Министерства здравоохранения региона. Чеченская республика лучшая в Северо-Кавказском федеральном округе по взаимодействию родителей и органов здравоохранения. Фонд покупает уникальные лекарственные препараты, которые ранее были недоступны. Сейчас уже 105 наименований таких лекарств. И самое главное, что они доступны детям сразу после постановки диагноза. И вот в этом большая заслуга органов здравоохранения республики, если позвольте
Чеченская республика лучшая в Северо-Кавказском федеральном округе, потому как выстроено взаимодействие между родителями и органами здравоохранения. И как пример приведу вам, обращение родителей на получение помощи от фонда занимает всего несколько дней. Если постановлением правительства предусмотрено 7 дней для формирования пакета документов, ваши коллеги справляются за 4 дня. И это пример для других. За прошедший год не было ни одного обращения в фонд по причине задержки с обеспечением лекарств. И, в общем, это подтверждает того, что органы здравоохранения работают хорошо, и самое главное, что врачи знают своих пациентов и переживают это. И еще хочу отметить, вот фонд покупает лекарства, но есть еще много других видов помощи, в которых могут нуждаться родители и дети. Социальная, психологическая, юридическая, досуговая. И большая роль в оказании этой помощи принадлежит некоммерческим организациям. Я хочу отметить фонд Ахмата Хаджи Кадырова, который возглавляет ваша досточтимая мама Айманина Сеевна. И вот это взаимодействие органов здравоохранения, родителей, некоммерческой организации позволяет сделать помощь такой всеобъемлющей, комплексной. В Чеченской Республике есть своя организация добра – региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он оказывает поддержку касаемо любых вопросов – продуктовая и финансовая помощь, жилье, лечение, строительство социально значимых объектов, отмечает Рамзан Кадыров. Один из них возводится на Грозинском море. Это центр реабилитации особенных детей. Это наше общее дело, помогать людям работать, строить. Для этого мы себя выбрали, а Всевышний, что не были больных дома. И да, Всевышний, если была возможность оказать им помощь, у нас тоже есть свой фонд, который тоже очень много стараемся делать для нуждающихся, мы помогаем, оказываем помощь по всем направлениям, не только больным, и строительство, и другие направления. Ваш фонд, он уникален, и, как вы отметили, наше министерство уже с вами есть взаимодействие, я думаю, сегодняшний форум или вас, как это, резкого провода, будет стимулом для взаимодействия, для развития отношений. У нас все знают, чем они должны заниматься, и чем больше делаешь, тем больше получаешь. А сидеть молча, ничего не делать, это не по нам. Мы по всем направлениям под Рамзану сейчас строит такой объект, который для особенных детей, она называет особенные дети. Когда она еще маленькая была, всегда она ходила туда, с ними играла, подарки им дарила. Сейчас уже в самом хорошем месте строит для них хороший объект. Я наслышан об этом центре реабилитации, о нем уже многие говорят и ожидают открытия. Будет возможность пригласить вас тоже посмотреть хороший объект, в хорошем месте, а то у них вообще не было условий. Слушай, как раз в районе вот этого озера, Грозинское море называемое. Гость высоко оценил проводимую работу в Чеченской Республике по поддержке семей, столкнувшихся с трудностями, например, с болезнью ребенка. Он отметил, что в регионе сохраняются традиционные семейные ценности. Вот это, так сказать, и есть та самая преемственность. Фонд с своей стороны делает малую часть, предоставляет лекарства, а вы пациентов продолжаете лечить, реабилитировать. Знаете, я вчера, когда мы ездили в Гермесское ущелье, у нас была экскурсия по Грозному, мы разговаривали о том, как общество поддерживает семьи, в которых случилась такая беда. И мне очень много рассказывали, что именно благодаря тому, что вся деревня, узнав о какой-то такой беде, подключается, чтобы помочь, это служит, дает силы для того, чтобы ребенка воспитывать, помогать ему вырасти полноценным гражданином. Вот сила, мне кажется, республики состоит в том, что все общество собирается. Семейные ценности сохранились у нас. И это очень сильно помогает. Даже для обеспечения безопасности, преступлений, всего. Институт семьи, это помогает во всем. У нас не закрывают машины, не закрывают дома, квартиры, угонов у нас не бывает, преступлений не бывает.
Это не то, что у нас там жесткая власть. У нас больше на обычаях, традициях, семейных институтах сформировано все это. Поэтому это очень кровопотливая работа. Да. Не хотят с ними заниматься. Да. Но если вот правильно это институт использовать, то это очень хорошо, так сказать, как подсос для государства, для республики, для закона, для всех направлений. Поэтому надо искать взаимовыгодные направления, чтобы как оказать друг другу помощь. Вот и нету в бюджете средств заложены. Да. У вас есть свой фонд «Круг добра», да, он делает такую работу, которую нам не под силу. Вот это, мы дополняем друг друга. Далее собравшиеся выразили готовность подписать соглашение между фондом «Круг добра» и Министерством здравоохранения региона. Я очень рад был, что вы проводите у нас такое мероприятие, что вы к нам приезжаете, да, и я думаю, что будет хороший результат этого. Сейчас фонд «Круг добра» подписывает соглашение о взаимодействии, сотрудничестве с субъектами Российской Федерации. Мы бы хотели подписать соглашение с Чеченской Республикой для того, чтобы и отработать детали взаимодействия, и как пример эффективного взаимодействия, эффективного выстраивания процедуры взаимоотношений родителей, органов здравоохранения, фонда, это бы послужило бы другим. То есть, если позволите, мы проработаем, а потом вместе с вами подпишем. С удовольствием. Да. А еще хочу отметить, мы вчера много говорили о традиционных ценностях и о том, как устроена культура в Чеченской Республике. Очень тронул меня рассказ, что каждый чеченец должен каждую неделю посещать родителей, а младший сын всегда живет с родителями. Это вот такой хороший пример. Вот это вот, дай Бог, чтобы от вас многие учились. Это очень трогательно. Если маме не позвонит один раз, если она не дома, то он не позвонит, все, уже разборки. Маму не нужно расстраивать. Да, уже разборки, да. Она сразу 3 дня от себя добавляет, то уже 3-й день не звонишь. Сутки не прошло, да, уже 3-й день уже не звонишь, да, сразу, да, получается. Мама, может быть, целый день ждет звонка сына. Пожалуйста, передайте поклон Аманина Сии. Скажите, что вся страна гордится сыном. Спасибо. В завершении стороны выразили уверенность в том, что совместная работа по поддержке тяжелобольных детей в регионе будет продолжена и станет еще более эффективной. Медина Мударова, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Грозный с рабочим визитом посетил руководитель МЧС Александр Куренков. В аэропорту гости встретили официальные лица региона. Визит начался с посещения могилы первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Далее состоялась встреча с главой региона Рамзаном Кадыровым, на котором они обсудили взаимодействие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике. Подробности в репортаже Турпалали Тайсумова. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова встречают члены правительства региона, а также руководство регионального ведомства. Почетный гость в первую очередь направился в селение Ахмат-Юрт. Там он побывал на могиле первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Председатель Совета Алимов Республик СКФО Хожи Ахмед Хаджи Жабраилович рассказывает о том, как герой России привел регион к миру и процветанию вместе с главой государства Владимиром Путиным. Кадыров Ахмад Хаджи и Владимир Владимирович Путин есть архитекторы нового строительства России. Потому что перед нами стал вопрос: быть в Чечне или не быть. Чеченцы моряк наш. Он поднял 15 годы. Я выступаю не для того, чтобы закончить войну. Александр Куренков в своей речи особо подчеркнул, что миссия Ахмата Хаджи Абдулхамидовича выполнена с успехом, а сегодня его дело продолжается благодаря сыну, главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Уважаемый Ахмад Хаджи мечтал о мире. И не только мечтал, но и шел к ним. Мы сегодня стоим на этой земле, видим это замечательное село. Хорошая погода. Хочется жить, конечно же, жить. И народ Чеченской Республики живет счастливо. Именно сейчас и так, как мечтал уважаемый Ахмад Хаджи.
А дело его, конечно же, взял в свои надежные твердые руки его сын, уважаемый Розан Ахматович. В рамках прибытия вместе с руководителем МЧС по субъекту Алиханом Цакаевым федеральный чиновник осмотрел пожарно-спасательную часть Ахмат-Юрта. Там он высоко оценил наличие современной спецтехники для борьбы с чрезвычайными ситуациями и условиями обучения новобранцев, отвечающим всем современным требованиям. Коллеги под руководством Алихана Цакаева проводили Александра Куренкова. Убедившись в профессиональной готовности регионального ведомства к любым неожиданностям природы, гость отправился в дальнейшую рабочую поездку. Турпал Алит Айсумов, сайт Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В рамках своего визита федеральный министр ознакомился с работой Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Здесь же на территории состоялось награждение. Александр Куренков вручил государственные ведомственные награды отличившимся сотрудникам управления. Как прошла церемония награждения в нашем следующем сюжете. На территории Главного управления МЧС России по Чеченской Республике министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков в первую очередь возложил цветы к мемориалу памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга. После этого чиновник обратился к личному составу. Дорогие друзья, день за днем вы делаете свою работу. Одни из вас совершают поступки, выдающиеся отваги и мужества. Другие, невзирая на внешние обстоятельства, методично и настойчиво выполняют свои задачи. Но в любом случае, все мы служим великой цели. Ведь то, что порой кажется вам чем-то обыденным, на самом деле является очень важным вкладом в дело помощи людям. Ведь именно из маленьких успехов складывается большая победа. Каждое потушенное возгорание, каждый уничтоженный боеприпас, каждый предотвращенный пожар – это чья-то спасенная жизнь. В ходе мероприятия министр вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам Главного управления МЧС России по Чеченской Республике и сводного пиротехнического отряда МЧС России. Есть профессия такая, помогать всем. И работа днем и ночью, как говорится, жить одну ночь, чтобы спасти тысячи людей. Награда от самого министра тоже очень рад. Но это могут заслужить все работники, все наши сотрудники. В первую очередь ты понимаешь, что ты занимаешься важным делом. Руководство, страна в их лице, она видит твои старания, твои умения, отмечает это. И, конечно, это приятно. Кроме того, министр возложил цветы к стеле имени Героя России Евгения Зиничева. Помимо этого, в его честь названа улица в столице региона. Стела также находится на территории, прилегающей к Главному управлению МЧС России по Чеченской Республике, и была открыта в профессиональный праздник спасателей 27 декабря 2021 года. Как известно, Евгений Зиничев героически погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти человека. Официальная часть завершилась памятными фотографиями сотрудников ведомства с федеральным чиновником. А дальше состоялось совещание, в ходе которого обсудили этапы работы сводного отряда МЧС России по разминированию от взрывоопасных предметов сельскохозяйственных земель в Шалинском районе. О ситуации доложил советник главы МЧС России Даниил Мартынов. Сейчас мы работаем, вот в этом районе, это Шалинский район. У нас в этом году по плану разминировать 55 гектар, вот оно красным отмечено. 12,7 гектар мы уже разминировали, вот красным отмечено, обнаружено 48 взрывоопасных предметов. Соответственно, в прошлом году было вот этот участок, это тоже Шалинский район, вот он здесь отмечен, было разминировано 229 гектар. Значит, было 30 человек специалистов и 7 единиц техники. Сейчас у нас 27 человек и также 7 единиц техники работает. Соответственно, вместе с правительством Чеченской Республики был выработан дальнейший перспективный план по разминированию. Перечень приоритетных территорий, в которых составляет Курчелоевский район, Шалинский и Серноводский муниципальный район.
Кроме плановых мероприятий по очистке земель от взрывоопасных предметов, сотрудники сводного отряда МЧС России отрабатывают и обращения граждан. Так, с начала года поступило 44 заявки от жителей региона, и на сегодняшний день удалось обезвредить 124 объекта. Амина Тупилагова, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина состоялся 5-й этап Кубка России по снайпингу среди стрелков-высокоточников. Во всероссийских соревнованиях приняли участие одни из лучших стрелков России, съехавшиеся со всех регионов страны. Этапы и итоги состязаний в сюжете Медины Мударовой. Одно из главных качеств снайпера – хладнокровие и выдержка. Любое волнение тут же передается на винтовку. 70 снайперов, для которых высокоточная стрельба на большое расстояние давно стала частью жизни, собрались на полигоне на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Участвую в соревнованиях с 2017 года. На этой площадке первый раз. Очень интереснейшая площадка для снайпинга. Большинству стрелков нравится. Особенность ветер очень интересный, даже вот вы сейчас чувствуете, да? Очень интересно, можно стрелять по разным азимутам, практически на полный круг с разных площадок на 360 градусов. Площадка очень интересная. Видно, что вот этот центр РУС организован, построен специалистами. Щелчки затворов, звуки выстрелов, запах пороха. Помериться уровнем мастерства настоящие профессионалы смогли благодаря Кубку России по классическому снайпингу «Ахмат». На 5-й заключительный этап съехались лучшие стрелки России. Спортсмены соревнуются в меткости и демонстрации высокого уровня владения оружием. Это 5-й этап Кубка России по снайпингу, по классическому снайпингу. Он у нас проходит впервые. То есть в таких масштабах, чтобы мы собрали такого уровня стрелков со всей России, то участвуют здесь очень и титулованные, и опытные стрелки, которые стреляют очень давно, которые выступали до санкций, по всему миру ездили. Соревнования проходили в несколько этапов на одних из самых сложных стрельбищ страны. Стрелять необходимо с дистанции до 1100 метров, при этом цели экстремально маленькие. Учитывая условия, участники показывают высокую концентрацию и выдержку. По итогам упорной борьбы победу одержал Ахмед Усмаев. Серебряным призером стал Александр Антоновский, а бронзовую медаль завоевал Магомедсаид Изиев. Победитель отдельного упражнения в рамках Кубка России Камиль Аблязов был отмечен специальным призом от Российского университета спецназа. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике дан старт крупнейшим соревнованиям по парашютному спорту. В Гудермесе на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина одновременно проходят сразу два спортивных события. Международные соревнования в дисциплине «Точность приземления» и финал Кубка России по купольному пилотированию. За звание сильнейших поборются 115 спортсменов из Беларуси, Казахстана и 10 регионов России. Торжественное открытие посетили официальные лица. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.